Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Дело о взятке. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В чем подозревают Энгеля Фаттахова и что сегодня решили в суде, узнал Дмитрий Аренин. Счастливы вместе. Прекрасные семьи, пример для всех нас. Чем удивляли родословные республики на фестивале «Эхо веков в истории семьи», расскажет Рамиль Шайдуллин. Серебряной тональности. Культурно других народов видим, сближаемся, с друг другом знакомимся. В Казани прошел второй гала-концерт фестиваля «Балкыш». О чем поют нестареющие сердца, расскажет Алия Хайрудинова. Экс-министра образования и бывшего главу Актанышского района Энгеля Фаттахова сегодня отправили в СИЗО на 2 месяца. Ходатайство Следственного комитета удовлетворил Мензелинский районный суд. В отношении Энгеля Фаттахова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По версии следствия, с 2018 по 2020 годы на тот момент глава района получил от представителя строительной фирмы взятку. Речь идет о реконструкции своего дома в райцентре стоимостью более 21 миллиона 800 тысяч рублей. Все это за содействие в заключении подрядов. Согласен ли Энгель Фаттахов с обвинением и чем его дело схоже с историей главы Тукаевского района, расскажет Дмитрий Аренин. В Мензелинский суд Энгеля Фаттахова доставили в наручниках. Экс-чиновника подозревают в получении взятки в его бытность главой Актанышского района. По материалам дела он оказывал содействие руководству строительной компании. Сотрудники отдела дислокации города Набережные Челны, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили факт получения незаконного денежного вознаграждения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности было установлено, что с марта 2018 года по сентябрь 2020 года подозреваемый получил от представителя общества с ограниченной ответственностью незаконное денежное вознаграждение в виде реконструкции собственного жилого дома на общую сумму порядка 21 миллиона рублей и покровительство и оказание содействия в заключении подрядных договоров с указанным обществом при проведении строительно-ремонтных работ на различных объектах. Как считают правоохранители, именно Энгель Фаттахов помог бизнесмену получить подряд на капитальный ремонт молодежного центра «Ешлек» стоимостью более 28 миллионов рублей. За содействие предприниматель провел реконструкцию личного особняка руководителя. Следователями в отношении Фаттахова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня в суде Энгель Фаттахов вину не признал. Его защита просила более мягкую меру пресечения – домашний арест, залог или подписку о невыезде. Взятки не брал и никому не давал. Я 20 лет отдал село для развития района. Для себя ничего не оформлял и приватизировал. У меня есть один дом и моя родная деревня. Суд не согласился с доводами адвоката и заключил Энгеля Фаттахова под стражу на 2 месяца. Следствие продолжается. Это второе громкое задержание этой весны. По аналогичному делу под стражей в СИЗО находится глава Тукаевского района Фаил Камаев. По оперативным данным, также за содействие строительной компании. Он получил стройматериалы на сумму свыше 1 миллиона рублей. И сегодня Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения для худрука Буинского театра Раиля Садриева. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при продаже билетов. Ущерб 450 тысяч рублей. Дмитрий Аренин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Сегодня в авиастроительном районе Казани в аварии погиб 19-летний мотоциклист. Это уже второй случай за 2 дня. Все произошло на улице Челюскина. По данным ГИБДД, водитель потерял управление и врезался в иномарку. Мотоцикл отбросил на обочину, байкер скончался до приезда медиков. Его пассажир, 13-летний мальчик, получил травмы, подростка увезли в больницу. Сейчас инспекторы выясняют, по чьей вине произошла авария. По словам очевидцев, мотоцикл ехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. У водителя не было прав на управление транспортным средством. Напомним, накануне утром произошла смертельная авария на перекрестке Московской и Тази-Гизата. Мотоцикл разорвало пополам. 27-летний водитель погиб.
В Татарстане с начала года перекрыли 8 каналов поставки наркотиков и задержали больше 400 наркопреступников. Как правило, запрещенные вещества ввозят в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, отметили в МВД. Полицейским удалось выявить 2 нарколаборатории. Они находились в Елабуге и Лаишево. В обоих случаях сырье нарушители приобрели в интернете, как и инструкции к производству. За 3 месяца правоохранители изъяли из незаконного оборота 60 килограммов наркотических средств, в основном синтетику. Чаще всего влиянию распространителей наркотиков подвергаются подростки. Для профилактики завтра стартует акция «Жизнь без наркотиков». Наркоситуация у нас ключевым образом не изменилась. Угроза на сегодняшний день, да, она существует. Она контролируема правоохранительными органами. Если брать возрастной ценз, говорить, что преступность помолодела, это еще рано, но да, действительно у нас определенные изменения существуют. У нас регулярно попадаются несовершеннолетние, как за потребление, так и за распространение наркотических запрещенных веществ. В основном это у нас внешне благополучные семьи. Подростки хотят самоутвердиться среди своих сверстников. И главная их цель – это заработок, то есть деньги. Хотелось бы сказать родителям, чтобы они не оставили своих детей без присмотра. Все равно, если даже они на работе, проверяли, чем дети занимаются, где они ходят, кто у них друзья. Второй день в Иране проходит церемония прощания с Ибрахимом Раиси, который вместе с делегацией погиб в авиакатастрофе в воскресенье. На улицах Тегерана сотни тысяч людей. Прибыла и российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Похороны жертв авиакатастрофы состоятся завтра. В Москве жители всю эту неделю несут цветы к посольству Ирана. Сегодня здесь открыли книгу соболезнований. Свою запись оставил полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахмедшин. Он также возложил цветы в память о погибших. Ибрахим Раиси был близок с Татарстаном, лично приезжал в Казань и неоднократно принимал Рустама Минниханова в Иране. Казан-форум дает практические результаты, и к нему с каждым годом все больший интерес. Таковы итоги события от Марата Хуснуллина. Вице-премьер страны и председатель оргкомитета Международного экономического форума «Россия. Исламский мир» дал развернутое интервью федеральному информагентству РИА Новости. Как отметил Марат Хуснуллин, в этом году Казань-форум собрал рекордные 20 тысяч участников. Приехали делегации из 85 стран, в том числе 40 дипломатических миссий. Подписали 120 соглашений о сотрудничестве. Конечно, их всех интересует сегодня вопрос, связанный с транспортной логистикой, север-юг. Всех интересует туризм, всех интересует обмен, торговля с Россией. Мы видим большой интерес, и мы видим практические результаты. Например, Ульяновская область у нас собирает составы с грузом, везет в Иран и обратно везет составы. Это чисто администрация Ульяновской области после прошлогоднего форума собрала вот такую логистику. Значит, а что такое везет товар? Это означает, что у нас больше товаров, они будут дешевле. И плюс экономика. Мы производим свои товары, экспортируем, это зарплаты, это налоги, и покупаем то, чего нам не хватает. Поэтому я вижу очень большую пользу от этого форума и вижу очень большой к нему интерес. Также Марат Хуснуллин рассказал о развитии курируемых им сфер. Прежде всего, это строительство. Много работы в дорожном хозяйстве. Трасса М-12 от Казани до Екатеринбурга будет завершена в этом году. Также в 2024 в России планируется ввести в эксплуатацию около 110 миллионов квадратных метров жилья. Это объем не менее прошлого года. В Татарстане также будет порядка 3 миллионов. Как отметил Марат Хуснуллин, Владимир Путин поставил задачу к 2030 году. 5-я часть жилья в стране должна быть новой. Сейчас мы говорим, что нам нужно, чтобы обеспечено жилье в среднем по стране было не ниже 33 метра на человека. Понятно, что в разных регионах разные стартовые условия. Например, Казань. У них сегодня, так же, как и в России, в среднем 29 метров на человека. А к 30 году должно быть 33. Это означает, что Казань должна вводить не менее 4 миллионов квадратных метров жилья в год. Это означает, чтобы нам выйти на этот показатель, мы где-то должны выйти к 30 году действительно показатель 120 миллионов квадратных метров в год.
К 1 сентября правительство страны должно разработать новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Как объяснил Марат Хуснуллин, он объединит и синхронизирует все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества. Это строительство жилья, дорог, социальных объектов, обновление коммунальных сетей и общественного транспорта. То есть где человек живет, работает и отдыхает. Сейчас необходимо утвердить программу комплексного развития населенных пунктов и сделать мастер-планы для 200 городов. Скажите, новое название по сравнению с жильем и городская среда означает, что появятся новые приоритеты? Мы расширили понятие жилье и городская среда, потому что жилье и городская среда не может жить в отрыве от другой инфраструктуры. Сегодня под инфраструктурой мы понимаем, это жилье, это рабочие места, это транспортная составляющая, это энергетическая составляющая. Значит, это на сегодняшний день социальная инфраструктура. То есть мы как бы всем этим занимаемся, но вот сейчас задача первая в новом проекте будет развитие программ развития населенных пунктов, да, то есть это агломерации, это опорные пункты, это развитие сельских территорий, это точки роста. Также сейчас Кабмин страны формирует новые подходы к модернизации сферы ЖКХ. Марат Хуснуллин рассказал о том, с чем уже определились. Примерный объем госпрограммы до 2030 года составит 4,5 триллиона рублей. По мнению вице-премьера, нужно более эффективно использовать средства собственников жилья. Деньги на счетах капремонта не должны просто лежать. Также необходимо установить контроль за расходованием средств, которые жильцы перечисляют коммунальным организациям. Поэтому надо вот эти деньги окрашивать, надо их выделять как бы в отдельные деньги, да, и их контролировать, чтобы они шли именно на обновление, они не проедались, чтобы машины дорогие не покупали, зарплаты излишне не платили. Потому что и такие негативные примеры, к сожалению, есть, что сети не обновлены, а у директора новая машина, иномарка. Есть такие примеры, а сети при этом в аварийном состоянии. Здесь мы очень активно работаем с прокуратурой, мы провели несколько совместных совещаний. Хочу Игоря Викторовича Краснова поблагодарить. Он лично держит на контроле этого вопроса. Татарстанские речники не доплыли до Чебоксар, но дошли до Ульяновска. Почему речные пассажирские рейсы до Чувашии приостановлены до 1 июня? Читайте в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане впервые стартовал единый грантовый конкурс для некоммерческих организаций. Раньше заявки на получение субсидий принимали разные министерства и ведомства. У всех были свои требования и сроки. В этом году правила конкурса стали едиными для всех. По словам организаторов, такой подход облегчит подготовку документов на соискание гранта. Прием заявок соцпроектов продлится до 3 июля. Общий призовой фонд – 160 миллионов рублей. В ДОСААФе Татарстана сегодня представили улучшенную форму для бойцов СВО. Ей экипируют контрактников из именных батальонов «Алгай» и «Тимер» и 4 полка мобилизованных из нашей республики. Это летний вариант, который подходит для любого рода войск. В комплект входят штурмовой бронежилет, ратник, шлем, оснащенный видеокамерой, обувь и рюкзак. Форму улучшали с учетом пожеланий самих бойцов. Увеличили площадь ратника, добавили к нему устойчивые капы для приклада автомата. Амуниция постоянно усовершенствуется. По желанию бойцов вносятся дополнительные корректировки в изготовление формы. Были дополнительно изменены бронежилеты, были для более удобного ношения. Внесены некоторые новшества в материалы. Ваши семьи – пример для каждого татарстанца. Такими словами Рустам Минниханов сегодня приветствовал финалистов фестиваля «Эхо веков в истории семьи». В этом году в нем приняли участие 6 династий. Каждая представила номер о своей родословной. Так Артемьевы уже 200 лет передают из поколения в поколение платье своей прапрапрабабушки. А Гениатуллины – древний самовар, который пережил революцию и 2 мировые войны. Фестиваль в год семьи, объявленный Владимиром Путиным, стал очень масштабным. Рамиль Шайдуллин познакомился с уникальными династиями. Татарская народная песня звучит в том виде, как ее исполняли предки. Легендарный Рамай – визитка Гениатуллиных. Их семейное древо начинается с 1808 года. Главные реликвии – древние самовары. Это история нашей семьи. Это воспоминания о наших предках. Мы гордимся.
Династия приветствует Рустама Минниханова. Раиса республики знакомят с историей своей семьи, рецептами и традициями. Проходите, гости наши званые. На генеалогическом древе Тимариных больше 2500 членов семьи. Почти все педагоги. Родовое село Монастырское. При восстании Ивана Грозного этот монастырь разорили, и вот служители церкви ушли вот в нашу местность, и поэтому Монастырское. Самые ранние упоминания о нашем селе есть в метрических книгах нашей церкви Илинской, старинной, за 1783 год. Год от года фестиваль обретает все больший размах. И не за счет масштабов празднования, а за счет количества участников. Только посмотрите, сколько здесь сегодня династий. Одни профессиональные ремесленники, другие педагоги, третьи животноводы в 4-м, 5-м, 10-м поколениях. Сегодня все они вышли на большую сцену. 6 победителей из 47 семей участниц этого года. Самым старшим 95, самым младшим нет и года. Прекрасные семьи, пример для всех нас. Старшие до детей, вот даже 5 месяцев. Бишойлах была Мандакильган. Большое спасибо вот этим семьям. Большое спасибо за эти традиции. И дальше мы будем опираться вот на наши семейные ценности. Спасибо всем. Бигзурапа. Сегодня зал аплодирует и Каримовым из Чилимшанского района. Их родословная насчитывает 13 поколений. Чтобы восстановить имена всех, глава семейства Рамиль Каримов долго изучал архивы в Казани, Уфе и Москве. Документы показали, все предки были крестьянами. Это подтверждают и метрические книги, и именная тамга их рода. Вместо подписи ставили вот эту эмблему поставим. Рамиль Каримов – энергетик с более чем 20-летним стажем. Из них 15 лет в сетевой компании. Возглавляет Чилимшанский участок филиала Бугульминские электрические сети. Живет в деревне, держит большое хозяйство. Мы сегодня приехали только со своей деревни, со своей Туйметки. Мы никаких артистов у нас среди нас нету. Мы просто деревенские люди. Так получилось, что на конкурсе сразу 2 династии энергетиков. Семья Кашаповых из Менделеевского района. Их род насчитывает 10 поколений с 1710 года. Один из дедов был муллой и лично поехал к вятскому губернатору, чтобы получить добро на строительство второй мечети в деревне. Почти все были земледельцами. Новое поколение пошло в ногу со временем. Земля работать все любят, но именно этим делом теперь уже не занимаемся в основном. Мы вот энергетики. У нас дядя, брат, я, супруга, работаем в Елабужские электрические сети, Менделеевский РЭС. Общая профессия, да. Есть тема на разговоры в доме, мы друг друга понимаем. Марс Нуриев – электромонтер. Супруга Альфия – инженер по технологическому присоединению. Дети тоже хотят в энергетике, на сцене они тоже зажигали. Семья Нуриевых-Кашаповых заняла 2-е место на фестивале. Жюри оценило и богатую историю, и блестящую презентацию. Награду получили и Каримовы. Они победили в номинации «Семья мира». Победителем фестиваля стала династия Гаязовых из Балтасинского района. Их род насчитывает уже 13 поколений. В большой семье 74 человека. Самому старшему 89, самому младшему 6 месяцев. Сегодня они на сцене. Это любовь, это радость, это победа на всю жизнь. Это подарок для мамы, которой исполняется 90 лет в этом году. Это настоящий подарок для нашей семьи. Кроме диплома и овации, победители получили денежный приз в 200 тысяч рублей. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня 77-й день рождения отмечает Фарид Мухамедшин. Председатель Госсовета уже более 3 десятилетий занимает руководящие посты в республике. Принимал непосредственное участие во многих судьбоносных для Татарстана событиях. Уроженец Альметьевска прошел трудовой путь от токаря до председателя правительства и спикера парламента. С 2003 года Фарид Мухамедшин возглавляет татарстанское отделение «Единой России», республиканская партячейка, самая крупная в стране. Фарид Мухамедшин возглавляет Ассамблею народов Татарстана, республиканское движение
«Татарстан. Новый век», Федерацию волейбола, клуб ретро-автомобилей. Фарид Хайрулович проявил себя как яркий оратор и приверженец семейных ценностей. В 2020 году с супругой Луизой отметили золотую свадьбу. Фарид Мухаммедшин отмечен множеством госнаград страны и республики, в том числе орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени и орденом Александра Невского. Наш канал присоединяется к поздравлениям и желает Фариду Хайруловичу долголетия и такой же неувядающей активности. Казанский филиал Федерального центра охраны здоровья животных 30 лет проводит исследования в области ветеринарии, карантина растений, семеноводства и почвенных образцов зерна. Одна из самых технологичных – экспертиза генов коров, овец, лошадей, коз и свиней. ДНК-паспортизация востребована среди фермеров, занимающихся разведением племенного скота. В лаборатории татарского филиала Федерального центра охраны здоровья животных ежедневно проводят исследования по генотипированию КРС. Благодаря методу капиллярного секвенирования и другим современным технологиям ученые определяют племенную ценность животных. Это одно из передовых достижений ветеринарной науки, и происходит подтверждение генетического родства животных с целью дальнейшей продажи и развития республиканского сельского хозяйства. Все это делается на основе федерального закона о животноводстве. Сотрудники центра также проверяют ДНК животного и выявляют возбудителей болезней. Проводят тканевую идентификацию. Это помогает выявить фальсификаты животного происхождения в пищевых продуктах. Данную технологию применяют при проверках на стандарты халяль. Наш отдел геномолекулярной диагностики полностью укомплектован необходимыми оборудованиями, системами, приборами, реактивами. Выполняем все основные виды исследований в области ветеринарии, карантина растений, семеноводства, образцы почвы и зерна. Федеральный центр охраны здоровья животных работает в ведении Россельхознадзора. Татарстанский филиал находится в Казани по адресу улица Родины, 25А. Сегодня в Казани состоялся гала-концерт Республиканского фестиваля художественной самодеятельности среди ветеранов «Балкыш. Сияние». Он собрал 430 лауреатов из всех районов и городов Татарстана. Все артисты на сцене – это бабушки и дедушки, которые прошли отборочные этапы. Творческий фестиваль – самый масштабный в республике проект по поддержке старшего поколения. За свою историю он объединил 100 тысяч представителей серебряного возраста. В этом году его посвятили Дню России и Великой Победе, там, где душой не стареют, побывала Алия Хайрудинова. На сцене марийская плясовая. Под ее ритмичный такт на сцене пляшут кукмарцы. Их коллективу «Кнавел» почти 40 лет. На фестивале «Балкыш» в 5-й раз. И 5-й раз становятся лауреатами. Говорят, на сцене забывают о возрасте. В первую очередь для здоровья. Вот то, что они вот сейчас пляшут, что поют так, ведь это же легкие открываются. Сами себя чувствуешь вот помоложе как-то. Главное условие на фестивале – серебряный возраст 55+. Фаниле Салиховой 62. Это ее первое выступление. На таких мероприятиях поешь, играешь, это совсем другое, как бы с народом вместе. И оно, конечно, стимулирует тебя дальше, стимул дает, чтобы играть, петь. Молодежь подтягивается, не нарушая баланс, но зато придавая эмоциональность, молодость придавает. В фестивале будущее большое, очень большой потенциал. Здесь 11 номинаций, каких только номеров нет, каких только талантов нет. Некоторые, вот не в обиду будет сказано, профессиональные певцы, так ведь исполнителей наши превосходят. Это уже второй гала-концерт фестиваля. Его посвятили предстоящему Дню России. Представители 24 районов воспевали любимую страну, любимый Татарстан. И земля наша, и березки наши, ну не знаю, душу мы свою выложили в этой песне. Именно про и Россию, и про нашу республику, про наш город любимый Казань. И нас просто до такой степени поддерживали, что просто играть было еще лучше. А завтра рано Провожальную казачью песню затягивает нижнекамский ансамбль «Вольные распевы». Говорят, песня «Жить помогает». Там, где мы живем,
то, что мы слышим, то, что у нас с детства в душе и в сердце, вот стараемся те песни петь, свои, деревенские. Еще с начала СВО мы провели много благотворительных концертов, а теперь и сами ездим на Донбасс. Гармонь никогда не оставляем, всегда даем небольшие концерты. Это ведь наши ребята, для нас они все родные. За 8 лет фестиваль стал визитной карточкой Татарстана. Число участников увеличилось почти в 10 раз. Из года в год участники доказывают, у таланта нет возраста. Главное – не стареть сердцем. Алия Хайрудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. Завтра в Казани стартует форум «Литературный флагман России». В течение 2 дней в столице республики можно будет увидеть популярных авторов. Место проведения выбрано не случайно. Татарстан уже много лет является одним из самых читающих регионов России. В фестивале примут участие представители 80 регионов страны. Они обсудят тренды современной книжной отрасли, проведут панельные дискуссии и круглые столы. Есть и образовательная программа. Главная тема форума – книга будущего. Участники обсудят, что будет стоять на книжных полках у людей через несколько десятков лет. Мы рассчитываем, что это достаточно такой профессиональный будет разговор о будущем книгоиздательства и будут намечены какие-то пути развития, поскольку будут присутствовать представители крупнейших издательских домов и тех людей, которые встроены в эту отрасль. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмсис, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане будет ясно и прохладно. Подробности после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в мае со скидкой 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафа-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Высокой горе, Балтаси будет облачно, без осадков. Температура днем плюс 12-13, ночью от 1 до 3 градусов со знаком плюс. В Буинске, Апастово и Тетюшах солнечно, дождей не обещают. Температура днем 12-14, ночью от 0 до 6 градусов тепла. В Чистополе, Новошишминске, Мамадыше тоже ясно, дождей не ожидается. Температура днем около 13, ночью от -1 до +4. В Набережных Челнах, Актаныше и Агрызе будет светить солнце, без осадков. Днем 11-12, ночью от 1 до 3 градусов тепла. В Альметьевске, Азнакаево и Урусу температура днем 11-12 градусов выше нуля. Ночью от -1 до +1. Здесь тоже солнце и без осадков. Ясную погоду обещают и в туристических городах республики. В Свияжске температура днем 14, ночью 3 градуса тепла. Будет ясно, дождей не ожидается. В Болгаре днем 13, ночью около 5 градусов выше нуля. Здесь солнечно и без дождей. В Елабуге температура плюс 13 градусов днем. Ожидается ясная погода, дождей не прогнозируется. Ночью 3 градуса тепла. Продажа квартир в жилом комплексе «Новые горки» в строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой White Box в окружении Горкинско-Аметьевского парка и шаговой доступности метро «Горки». Узнайте подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2 677 677. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани температура составит 14 градусов тепла днем и 5 градусов тепла ночью. В столице тоже будет светить солнце, осадков не ожидается. Атмосферное давление 764 мм ртутного столба. Ветер северный около 4 метров в секунду. Влажность воздуха 16%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Всего доброго. Кэннергазум Ушловолсон.